Хорошо, на сцену Татьяна Липина, опять же, компания Яндекс, про медийные возможности, собственно, понятно, каких порталов. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я работаю в Яндексе. Мне немножко неловко сейчас выступать, потому что у меня нет бороды, нет мака, и сидеть на полу мне как-то тоже не хочется. Нет, спасибо. Татьяна уже с маком уже. Вот. Тем не менее, говорить мы будем на самом деле примерно на те же темы, только немножко с другой точки зрения. Вот все, что говорилось... Так, мне надо пульт. Так, техническая заминка, пульт я нашла. Говорили до сих пор о том, как спорят в спорах между заказчиком и исполнителем рождается истина. То есть как рождается красивый сайт, который максимально с точки зрения вас отвечает задачам брендирования вашей компании. Вот. По сути дела, бренды, они бывают везде. То есть это есть масштабные мировые бренды, такие как Coca-Cola, есть бренды федерального масштаба, есть бренды регионального масштаба, которые в своем регионе пользуются известностью определенной. Помните, как эта фраза звучит в оригинале? Большому кораблю большое плавание, да. Есть другие тоже варианты. Поддержу эту тематику такой вот картинкой и немножко таким отвлеченным рассказом. Эта картинка, это не скачано из интернета, это реальная фотография, которую мне дали мои друзья. Они буквально месяц назад вернулись из плавания по Атлантическому океану. Ну, в общем, вот так это выглядит, так это все прекрасно. Вот это про плавание. Скажете, при чем тут бренд? При чем тут реклама? Вот смотрите. Давайте сначала я вам задам вопрос. Как считаете, вот можете в двух словах сказать, что такое бренд, и самое главное, в чем он выражается? Ассоциация, слово, имидж, образ. Смотрите, вот я сейчас скажу одну вещь, я не буду приводить все эти длинные формулировки, их можно почитать там в Википедии, еще где-то. Бренд – это действительно образ вашей компании, который живет в сознании потребителей. По сути дела, бренд – это не то, как вы представляете свою компанию, а то, как ваши потребители представляют вашу компанию, если вообще представляют. То есть задача номер один – это вообще добиться того состояния, чтобы у потребителей сложилось определенное представление о вашей компании. Естественно, такое, которое нужно вам. Ну вот, я тут привела такую подходящую цитату. В общем-то, это на самом деле то, что я хотела сказать. И исходя из этого, какие задачи могут быть бренда? Вот классически рисуют вот такую картинку. Вот когда у нас есть компания, которая там занимается производством определенного товара или услуг, все говорят про продажи. То есть, да, цель бизнеса – это продажи. Цель бренда – это не продажи, это совсем другое. Это воздействие на умы потребителей. Это вот как раз знание марки, доверие к марке и приверженность. И вот это именно то, без чего бренд не может жить и не будет жить. Поэтому если у вас есть задачи более высокие, более масштабные, чем просто делать продукт и его продавать тому, кто это хочет купить, то ваш путь, он вот оттуда. И что самое интересное, все это опосредованно потом сказывается опять на тех же самых продажах, то есть решает задачи бизнеса. Вот если уже конкретно сформулировать, какие конкретные задачи могут достичь доверия, узнавания и так далее. Понятно, что брендирование, создание репутации бренда – это всегда работа с широким охватом аудитории. Поэтому задача номер один – это выбрать определенные каналы коммуникации, которые имеют широкий охват. Второй момент – это из этого канала, из этой аудитории выделить свою аудиторию. Конкретно ту, которая
максимально может заинтересоваться вашим товаром. Ну и, наконец, последняя задача, она очень важная, гиперважная. Это донести до потребителя ценности вашего бренда, такие, какими вы их хотите видеть. И вот это как раз то, отчасти, о чем говорили предыдущие докладчики. Ну и банальнейшая мысль, что медийка – это как раз то самое средство, которое поможет решить эти задачи. Вот не очень я люблю рассказывать про статистику, но немножко расскажу. Вот буквально там в одной цифре. Почему мы говорим про интернет? То есть если раньше медийка традиционно мы понимали, вообще какую медийную рекламу вы знаете? Телевидение, радио. Телевидение, радио. Что? Ну, интернет, да. Интернет, само собой, интернет. Почему мы говорим об интернете? По данным на сегодняшний день 70 миллионов пользователей в России пользуются интернетом. Это половина населения, включая всех. Детей, младенцев, стариков и так далее. Понятно, что большая часть от населения – это все-таки активная часть населения, активная часть, более состоятельная часть, более образованная часть населения с хорошим уровнем дохода и социальным статусом. Вот. И поэтому мы говорим о том, что в интернете аудитория качественная. То есть это та аудитория, на которую имеет смысл выходить со своим предложением. Вот эти человечки, которые хотят что-нибудь купить. То есть аудитория в интернете, как правило, активная. Она что-нибудь постоянно хочет по жизни. Поехать куда-нибудь отдохнуть, купить какие-нибудь вещи, купить себе новый девайс и так далее, и так далее. Как среди них найти именно свою аудиторию? Ну, можно банально, да, вычленять какие-то сегменты по полу, по возрасту. Можно выбирать аудиторию по доходу, по интересам. Еще интереснее, можно выделить ту часть аудитории, которая уже конкретно хочет что-то купить. Как раз то, что мы продаем. И это я говорю о медийке, не о директе. Я вам сегодня расскажу про ноу-хау Яндекса, то есть то, что мы сейчас разрабатываем, придумываем и внедряем для того, чтобы сделать медийную рекламу принципиально иной, в отличие от того, какой она была до этого. Новые технологии, они основаны на нашем, на крипте. Это у нас такой алгоритм, который позволяет вычленять нужные нам сегменты аудитории по разным показателям. Я сейчас буквально на пальцах объясню, как это работает. Механизм, конечно, очень сложный, он разрабатывался долгое время проходил тестирование и показал действительно хорошие результаты. Суть в чем? Что ежедневно Яндекс посещают многие миллионы пользователей, ну, порядка 30 миллионов в день. Они задают нам, как поисковой системе, различные запросы, вообще по любой тематике. Мы можем эти запросы анализировать и таким образом понимать сферу интересов каждого конкретного пользователя. И по этим запросам, по этому вот облаку, как это сейчас еще модно говорить, по паттернам, интересам понимать, кто это, по полу, по возрасту, по социальному положению и так далее, и так далее. То есть вот именно на эти признаки делить пользователей. Все эти закономерности собираются вместе, и, соответственно, мы получаем соцдем на медийку, какого не было до этого, потому что это более точный, более правильный соцдем, чем, допустим, показ аудитории там, по полу, по возрасту, в зависимости от его анкетных данных, которые он когда-то указывал. Сами понимаете, что регистрируясь на почте, я могу указать все, что угодно. Ну и вот сейчас будет прямо блок такой слайды про то, какие у нас есть инструменты, какие есть продукты. Они все основаны как раз на крипте, на вот этом нашем умном соцдеме. Не суть важно на самом деле сейчас запоминать все эти модульные названия, сколько понять, какие возможности открываются перед рекламодателями.
Ну, первое, это самое простое. Это таргетирование по полу, возрасту, по уровню дохода. Их можно применять там, на любой из площадок. Можно показывать, вот есть такой продукт, социально-демографическая сеть, когда, по сути дела, мы не ограничиваемся каким-то определенным проектом, какой-то определенной площадкой на Яндексе, а ловим нужных нам пользователей по этим параметрам, полу, возрасту и доходу на любом из проектов. То есть куда бы человек ни зашел, если он соответствует параметрам, мы его поймаем и покажем его рекламу. Все просто. Вот это уже более интересные продукты, более сложные. Когда мы показываем целевую аудиторию по тематическим запросам. Как это делается? Мы можем отследить людей, которые в последние 2 суток интересовались, допустим, покупкой мебели. И им показывать рекламный баннер соответствующей тематике. Как вы понимаете, интерес у этой аудитории намного более горячий, чем если бы мы показывали рекламу абсолютно всем. Есть такая штука, тоже со сложным названием, поведенческий таргетинг. Суть тоже очень интересная. Мы в данном случае показываем медийную рекламу пользователям, которые или посещали сайт рекламодателя, но не сделали заказ. То есть, сами понимаете, это очень интересная аудитория людей, которые отказались по тем или иным причинам от покупки в первый раз. Мы можем их догнать и еще раз предложить. И эффективность от этого размещения действительно очень высокая, это уже тестировали. Либо мы можем показать тем пользователям, которые, допустим, посещали определенные разделы Яндекс.Маркета. Допустим, они искали телевизор на маркете. Мы их догоняем опять же и показываем им телевизор. И вот такая еще есть штука, аудиторные интересы. В данном случае мы на протяжении не 2 часов, не 2 дней, а длительного периода понимаем, что интересует пользователя. Допустим, это женщина, которая периодически задает вопросы там, про рецепты, про детей, про болезни детей и так далее, и так далее. Мы понимаем, что ее аудиторный интерес – это семья, и будем ей показывать какую-то рекламу, рассчитанную как раз на товары для семьи, ну и так далее. То есть сам механизм, я думаю, понятен. Вот, я вам сейчас рассказала, какие есть прекрасные продукты на Яндексе, но спешу вас тут же огорчить. Пока эти продукты новые, они буквально в октябре, вот последние из них только в октябре запустились, и наша крипто, наша система еще не научилась показывать вот по этим принципам на маленькие регионы. То есть пока все это применимо, как правило, в масштабах либо всей России, либо Москвы, либо какого-то определенного набора регионов с хорошим трафиком. Потому что чем больше выборка, тем точнее попадание. Но мы на этом не останавливаемся, естественно, система будет развиваться, и мы уже сейчас рассматриваем возможности того, как вывести все эти продукты на небольшие регионы. И я думаю, действительно будет интересно и результативно для вас, как для рекламодателя. Ну и, собственно, если говорить уже о предложении для регионов, у нас есть тоже медийка, региональный баннер, когда мы показываем нашу медийку, наш товар пользователям в одном конкретном регионе. Почему это интересно? Потому что, во-первых, вы, опять же, не привязываетесь к какому-то определенному проекту, вы отлавливаете пользователей на любом из проектов, где бы они ни появились. Более того, это минимальная стоимость, то есть это действительно самое дешевое из предложений Яндекса. Вы одновременно представляете 3 формата и вот показываете на всех этих проектах. Это действительно эффективно в случае, если вы решаете задачу массового охвата. Вот. Так, да, я постараюсь обязательно ответить на вопросы. А сейчас хочу рассказать вот о чем. Мы, когда говорим о том, что медийка бывает разная, то есть бывает телевидение, наружка, пресса и так далее, и так далее. Есть интернет. В чем разница? В чем сильные позиции конкретно интернет? Вот для наглядного понимания я это вывела вот прямо списком. Во-первых, сами понимаете, когда вы едете по дороге и мимо вас мелькают щиты, вы не успеваете отлавливать каждый из них.
если вообще вы озадачиваетесь тем, чтобы смотреть на рекламу. В лучшем случае у вас есть несколько секунд, чтобы поймать изображение. В данном случае вы сидите перед компьютером, у вас время контакта не ограничено. Второй момент. Ваше внимание сосредоточено на экране. То есть, опять же, в сравнении с наружкой, вам не надо следить за движением, за машинами, за светофорами и так далее. Вы видите вот экранчик перед собой, вы в удобной обстановке. Опять же, если сравнивать с телевидением, но когда рекламная пауза на телевидении, это известный всем факт, что люди занимаются в это время какими-то своими делами. Когда возникает у вас на экране монитора реклама, вы не встаете и не уходите. Ну и, наконец, тоже преимущество интернет-рекламы, то, что если пользователя заинтересовала продукция, он может сразу же перейти к вам на сайт и ознакомиться более подробно. Вот я вам покажу, опять же, о качестве, да, о качестве контакта с аудиторией. Очень многие рекламодатели говорят, что мы пробовали медийную рекламу, не работает, никакого эффекта нет, никто нас не видел, никто нас не помнит. Когда спрашиваешь, а где именно? Вот я так кину камешек в огород сайта 116. На самом деле это проблема не конкретно сайта 116, это проблема практически всех региональных сайтов, в большинстве случаев. И когда заходишь на сайт и понимаешь, что вот он размещался вот где-то там, третий слева, и если даже посчитать количество рекламных баннеров на одном экране, то у меня, вот я насчитала вчера, 8 баннеров, 2 тизера, 11 картинок, логотип, собственно, своего сайта, и это только на первом экране. Если вы будете прокручивать ниже, вы увидите не меньше. Соответственно, здесь и появляется такой термин, как баннерная слепота, когда ваша страничка портала, как новогодняя елка, переливается всеми шагами, вы ничего не видите и не в состоянии ничего воспринять. Ну вот пример баннера на Яндекс.Новостях, пример баннера на Яндекс.Погоде, на почте, ну и много-много других площадок. Для всех для них есть одни общие принципы размещения. Это всегда только один рекламный баннер на странице, вне зависимости, в каком проекте вы размещаетесь. Это всегда баннер на первом экране и всегда самый крупный графический элемент на странице. Ну, исключение составляют Яндекс.Карты, там понятная причина, формат такой. Ну и как бы все, что говорили о минимализме, это у нас тоже применимо, действительно прозрачный дизайн страниц, который не отвлекает пользователя от главного, зачем он туда пришел. Эффективность. Кто-нибудь думал о том, как вообще считать эффективность от медийной рекламы? Давайте прям так это попробуем накидать какие-то идеи. Можно лист трафик на определенную страницу, например, на прокладку, оттуда уже там, например, собирать контакты. Ну, как вариант, да. Но я вижу растерянность. На самом деле это очень непростой вопрос, и это вопрос, который обсуждается очень долго, каким же образом это мерить. И вот, поверьте мне, этот вопрос не касается только медийной рекламы в интернете. Этот вопрос касается медийной рекламы вообще везде. То есть как измерить эффективность от наружной рекламы, как измерить эффективность от телевидения. Тоже такая же загадка. В интернете немножко больше возможностей, там больше возможностей измерять. Но надо понимать, что медийная реклама в интернете, она все равно остается медийной рекламой. И вот этот вот пресловутый медийный эффект, это вот воздействие на сознание пользователя. Помните, да, мы говорили о том, что бренд живет в сознании пользователя. Его невозможно померить физически. И об этом надо помнить всегда. Но тем не менее, я вам покажу некоторые способы, такие довольно условные, на что можно опираться, когда вы размещаете медийную рекламу, что можно померить. Татьяна, если можно. Это предпоследнее. Угу. CTR. Знаете, что это такое, наверное, да? Нет нужды повторять. Кликабельность баннера. Очень условный на самом деле измеритель, потому что очень часто медийная реклама не преследует цели нажать на баннер и перейти на сайт.
То есть какая-то доля кликов, конечно, будет, но это не самоцель. Самоцель, чтобы человек понял, в чем ценность вашего бренда. Второй момент. Действие пользователя. То есть когда вы принуждаете, не принуждаете, стимулируете пользователя выполнить какое-то действие. То есть, допустим, зайди на сайт, посмотри видео. Тут как бы можно более-менее как-то померить эффективность, отдачу. Там, поиграй в игру, там, поводи мышкой по баннеру, что-нибудь там увидишь. То есть вот эти все вещи, они уже измеряются. Метки. То есть если у вас на сайте есть счетчик, я думаю, что у большинства есть. Если у кого-то нет, исправляйте эту оплошность. Можно помечать ссылку меткой и по ней отслеживать перешедших пользователей на сайт и понимать, кто это перешел и зачем он туда вообще пришел. Просто так, из любопытства, или действительно он что-то там сделал, то, что вы от него ожидаете. Статистика популярности бренда, статистика поисковых запросов, это все тоже измеряется, тоже достаточно условно, но тем не менее. То есть, вот я приведу пример из общения с одним из рекламодателей. Если рекламодатель продает какую-то неизвестную в городе марку, к примеру, там, возьмем китайский автомобиль, можно зайти в статистику запросов и посмотреть, сколько запросов по названиям марки в данном городе. И вы увидите, что название Лифан запрашивают в 10 раз меньше, чем, допустим, его ближайшего конкурента. Ладу Гранта, там еще кого-нибудь. Вот. И это такой тоже условный показатель, но который все-таки может показать. А после проведенной успешной медийной кампании может случиться так, что статистика запросов по вашей марке вырастет. Статистика поисковых запросов есть в Яндекс.Метрике. То есть вы там можете посмотреть, по каким словам ищут вас пользователи. Если ищут по названию вашего бренда, либо по каким-то фразам, которые вы использовали в рекламном баннере медийном, это тоже хороший показатель. Есть такие общие моменты, которые можно оценивать. Это динамика посещаемости сайта, общая и общая динамика продаж. Так или иначе, это все-таки один из наиболее верных способов понимать, работает ваша реклама, либо не работает. Ну и один из самых, наверное, надежных способов, в случае, если он проводится качественно, это полевое маркетинговое исследование. Единственный недостаток, как у всего, это стоит, в общем-то, достаточно недешево. Ну и еще раз хочу предостеречь, что все эти параметры оценки эффективности медийной рекламы надо применять с большой осторожностью, потому что есть риск ошибиться. Это может быть нерепрезентативная выборка. То есть если вы оцениваете по CTR или по метке, перешли на ваш сайт там, меньше 1%, то вряд ли можно делать какие-то выводы о том, кого вы привлекли. Надо обязательно соотносить, а что же вы хотели изначально, когда делали рекламную кампанию? Вы хотели, чтобы пользователь пришел на какой-то конкретный продукт, что-нибудь сделал у вас на сайте, оставил заявку и так далее, и так далее. Надо помнить, что когда вы оцениваете какие-то общие такие показатели, как статистика продаж, у вас могут быть параллельно другие рекламные кампании на других носителей. И там разделить вклад интернета и вклад телевидения там, или еще чего-то другого практически невозможно. Ну и, опять же, если вы доверяете исследованию какой-то сторонней организации, тут большой вопрос о том, как проверить качество этого исследования и можно ли этому доверять. Спасибо вам большое за внимание, готова ответить на вопросы. Спасибо, Татьяна. Давайте, может быть, вопрос уже мы зададим сразу же после завершения в кулуарах. У нас остался последний доклад. Так, вот меня лишили слова. Да, я прошу прощения, но буквально через 20 минут можно будет свободно поговорить со всеми докладчиками. Да, коллеги, я еще здесь. Если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо большое. Да, спасибо, Татьяна, большое. И я